Знаете, я с Иссыкуля, и когда я говорю, что я с Иссыкуля, откуда именно спрашивают, я говорю Степа, и тут начинается. Чё, ты Гашлямфу, да? То есть, судя по вашей логике, мы дома общаемся вот так. Так, сынок, иди накурить, сейчас будем хавать ашлямфу. А сынок такой: мам, я не хочу ашлямфу. Сынок, накуришься, захочешь. На Иссыкуле сейчас все хорошо, но когда я приехал в Бишкек, я поначалу не привыкал. Тут очень все по-другому. Здесь как-то надо одеваться модно, здесь надо одеваться в брендовых магазинах. А у меня в селе просто надо одеваться. Как бы девушки нами управляют за счет этого. И, допустим, это вот такая ситуация бывает. Кто у меня такой сильный, кто у меня такой характерный, кто... Вот взял и решил дорогу по Тахтаголову поменять. Мэр умный, мэр сильный. И знаете, как мне кажется, это все идет от добрых мам. Я когда рос, да, отец говорил: эй, у нас сынок какой-то дрыщ. Мама говорила: эй, он не дрыщ, он умный. Мама, это не взаимозаменяемые вещи. Это то же самое, знаете? То же самое, что, эй, у тебя дом сгорел, зато я ем майонез. Вот, и как бы я, судя по маминой логике, я был умный, да? А в школе так: ты либо умный, либо сильный. Девушки любили сильных, умных любили учительницы. Такие девочки за 50, которые. Но этим как бы не похвастаешься, да? Потому что я никогда не видел, что мальчик прибегал такой: пацаны, я вчера Джипарджи стих наизусть рассказал. И чё? Она же прям обомлела. А когда узнала, что я слово обомлела знаю, она вообще офигела, прикинь? Недавно я расстался с девушкой, и это тяжело, потому что это все равно, что ты потерял свой мобильный телефон. И вы знаете, я начал думать, почему мы не сравниваем девушек с мобильными телефонами. И для себя я решил, раз с айфоном не замутилось, то погоняю-ка я с простушкой. Потому что... Он тоже. И... там есть свои минусы, потому что iPhone и Samsung, они такие тонкие, изящные. Простушка, она такая маленькая, пухлая и черная. Да, Nokia. Но там есть свои плюсы, она от тебя ничего не требует, ей не нужны всякие чехлы покупать, она довольна твоей тонкой зарядкой. В принципе, ее все устраивает, но там есть огромный минус, что простушку ты никогда с собой в клуб не возьмешь, не познакомишься со своими друзьями. Там можно, если даже друзья узнают о ней, ты можешь обманываться, типа, это временно, я там с айфоном замучу потом. Все равно, даже если ты замутишь с айфоном, простушка будет лежать на полке, дождаться своего счастливого часа. Ты никогда ее не выбросишь. Спасибо. У девушек даже названия обуви прекрасные. Вот эти вот Батфорд, Лабутены, всякие ботильоны, знаете. У парней кроссы и туфаки. Причем туфаки когда-то были красивыми туфлями, но теперь такие туфаки. И как девушки выбирают обувь? Можно мне, пожалуйста, эти ботильоны и вот эти лабутены? И парни: дай мне вот эти туфаки, нифига, дерзкий буду я, еще ужаснее себя делаю почему-то. Спасибо. Доброй ночи, вечер. В общем, я в Бишкеке живу примерно с 2008 года, а до этого я рос в славном городе Карабалта. Здесь есть кто-нибудь из Карабалты? Походу нету. Тогда признаюсь, отвратительный город, если честно. У меня детство каждый раз начиналось с фразы отца: «Как ты можешь столько спать?» Он это говорил, ушел спать дальше, и я